Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Каждый день прошу Всевышнего, чтобы вам дали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете и даете мне. Земной вам поклон. И еще раз огромное спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки на песке звучит так. Важные новости для вас. О чем песочек и Вселенная спешит вам рассказать. Загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите, пожалуйста, свое имя. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие важные новости мне расскажет песок? Что для меня так срочно посылает Вселенная? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками. Пусть откроют нам то, что скрыто. Пусть дадут узнать нам то, что мы желаем. Так. Трудности. У кого-то большие трудности. Сейчас в жизни происходит очень много трудностей. Как-то, знаете, препятствия, откуда и не ждешь. Трудности, препятствия. Вопрос у кого-то, когда же все закончится? Либо что мне сделать, чтобы все закончилось? Куда идти, куда податься? От кого помощи ждать? Мои милые, вам идет благая весть. Эту весть вы получите, но это не бумажная весть. Это что-то, вы как читать будете, да, но это не с бумажки вы читаете. Может быть, в телефоне прочитать, может быть, в телевизоре, нет, может быть, в экране своего гаджета, да, что-то вы прочитаете, какая-то новость к вам придет. Новость. У вас от этой новости появится надежда. А вместе с надеждой придет и исполнение. Либо появится возможность от этих, исполнить, да, задуманное и избавиться от этих сложностей, от этих трудностей. Будьте внимательны, почаще заглядывайте в свою электронную почту, может быть, телевизор, новости, телефон, да, сообщения, все читайте, не пропустите. У вас буквально в течение нескольких дней, да, 3-5 дней придет эта прям, как благая весть она идет. Потому что здесь, смотрите, на ваши трудности, он маленький такой голубочек летит, видите? На ваши трудности. А вы в чем-то читаете. Дальше, мои дорогие. У кого в любви проблема, да, человек прям разошелся, разбежался, развелся. Здесь могла быть даже, знаете, как ситуация, что мужчина мог уйти к другой женщине. Либо у вас, например, появился другой мужчина, но при этом, например, есть муж. Здесь ситуация либо треугольника, либо четырехугольника. Больше, конечно, на 4 угла похоже. Хотя здесь может быть и ваш ребенок, например, да, не любимый, а ребенок. Может быть, не получается построить с любимым человеком отношения, потому что, например, ребенок против. Либо вы боитесь, что, да, а что будет с ребенком, либо как будет мой мужчина относиться к моему ребенку. Если в любви не получается, совершенно никак не получается, вам какой-то человек поможет. Потому что, смотрите, вы, ваш мужчина, а вверху стоит человек, который так руки сделал, да, и вас вместе, да, объединяет, и вы должны друг к другу повернуться. Здесь, кстати, еще время идет, часы, да, время. Вам в помощь идет время. И в помощь подсказка от какого-то человека, как вам эту ситуацию переломить, как вам ее вывернуть в свою пользу, да, чтобы у вас получилось и у вас исполнилось. Если вопрос касается, смотрите, у вас лишние люди отсекаются, да, по этой птичке. То есть, если у мужчины есть другая женщина, неважно кто меня смотрит, жена, любовница, неважно, здесь идет отсечение. То есть здесь, видите, откалывается этот человек от этой женщины. Что касается вашей ситуации,
то то же самое, у вас помех нет. Если думаете, что вот ребенок там против, либо не примет, либо как оно сложится, вот эта ситуация, она разрешается. Каким образом, я здесь не скажу, но я вижу, что у вас вот препятствия на вашем любовном пути, они удаляются. Через время, не сейчас, тут часы выходят, причем уже какую-то часть во времени прожили, да, осталось совсем ничего. У вас с этим человеком дороги, ваши дороги опять сойдутся. То есть судьба, Вселенная, высшие силы, ваши судьбы, они опять соприкоснутся. Вы не две параллельные, нет. У вас перекресток опять будет. Причем перекресток какой-то вот прям... Но здесь дело, понимаете, дело. Вы бы так не пересеклись. Вот даже если он хочет, вы хотите. Но то ли гордость, то ли какое-то предубеждение, может быть, еще какие-то проблемы. Ну, не позволят, да? А вот по какому-то делу, когда вы просто должны, вы пересечетесь. И вот это пересечение, оно вас опять соединит, опять вас объединит, и все у вас будет. Вы будете вместе, у вас все получится. У вас все сложится. Не так, конечно, как вы там загадывали, мечтали, планировали, но будет тоже неплохо. Вот как-то так идет. Дальше. Здесь вот человек у меня стоит, и у него связаны руки, да, либо кто-то перетягивает. То есть одни проблемы, ситуации, либо люди тянут в одну сторону, ну а, соответственно, другие в другую. Значит, у вас как с одной стороны развилка идет, так и с другой стороны развилка. То есть человек просто либо разрывается, живет в таком напряжении, когда нужно и там, и здесь, и везде нужно успеть, и все нужно сделать, на себя времени не остается. Либо у человека замешательство, куда пойти. И там вроде неплохо, и здесь неплохо. А в чем себя найти, в чем себя применить? То есть, ну вот, мысли, да, мысли разрывают на части человека. Либо люди, либо мысли, либо дела, обстоятельства, у кого как отыграется. Смотрите, если вы такой человек, который, разрывается, да, у вас, во-первых, перво-наперво, да, тот, кто вас очень любит, человек, который вас очень любит, послушайте этого человека, либо совет от этого человека послушайте. Может быть, это вам и не поможет, но там будут затронуты либо какие-то темы, либо какие-то будут произнесены волшебные слова, которые вот подсказку вам дадут. Да, вот сидели вы там, голову ломали там сутками напролет, и тут одно слово, которое решит все. Вот прям все станет ясно, что делать, куда идти. Где себя найти, в чем себя применить, кого выбрать. В один момент это у вас произойдет. После разговора с тем человеком, который вас очень любит. Это может быть ваш ребенок, может быть ваша мама, там, сестра, подруга, муж, может быть. Да? То есть человек, который вот прям любит, по-настоящему любит. Разговор состоится. И этот разговор, он идет как помощь в принятии решения, либо в осознании, да, в принятии, может быть, какой-то ситуации. То есть через разговор идет. Дальше, мои милые, острая ситуация на работе. Острая ситуация связана с тем, что у вас есть недоброжелатели, они же завистники, они же паразитируют на вашем труде, либо на вашей деятельности. То есть здесь человек, тут такая двойная ситуация. С одной стороны, в вас нуждается, потому что если не вы, то кто? Да, без вас там все остановится и рухнет. И в то же время этот человек вас побаивается. Побаивается того, что вы способный, умный человек, профессиональный. Человек такой глубокий, понимаете, глубоких знаний, глубоких способностей. То есть вы гораздо выше, чем, например, ваш начальник, либо ваш коллега, который там сидит и на вас там таким злобным взглядом смотрит, страшно вам завидует. Но, опять же таки, тут обратная сторона, то, что этот человек в вас нуждается. Без вас все рухнет. Да? То есть, может быть, это человек, за которого вы работу выполняете. Может быть, это начальник, который там, совершенно не начальник, да, ничего там не понимает в работе, а вы вот все на себе, на своем горбу тащите. Значит, эта острая ситуация станет, когда вы узнаете о каком-то подвохе, либо о какой-то гадости, пакости со стороны вот этого человека. То есть подставить могут там, не заплатить, не доплатить, там, может даже в чем-то там обвинить, да, в том, чего вы никогда не делали и, в принципе, вы никогда не сделали. Значит, вы, я вижу, из извините слово, раба,
становитесь свободным человеком. То есть я вижу, что вы такого шороха там наведете. Ну, прям жарко будет всем. Жарко, просто жарко. Люди будут думать: господи, куда бежать, где спрятаться. Значит, вы уже устали терпеть, устали нести на себя вот весь этот груз чужих, например, ошибок, обязанностей, чужой работы. Здесь будет восстание, ваше восстание внутреннее. И я вижу, что вы прям ну, там разгромите все почистую. Здесь идет именно смена либо отношения вашего, либо отношения к вам, либо, может быть, даже смена работы. Я вам вот что еще скажу. Тут еще один момент хитрый есть. Есть кто-то, кто думает о том, чтобы вас куда-то позвать, либо пригласить на работу. То есть кто-то знает о вас, о ваших способностях, о вашем умении. Но человек, ну я не могу понять, по какой причине, да, еще до вас не дошел. То есть до вас вот это приглашение на новую работу, либо о новых возможностях еще до вас не дошло. Но обязательно дойдет. И как раз оно дойдет в нужный момент. Понимаете, вот так идет. Так, следующее. Здесь, ну, в доме, где вы живете, ваше жилище, могут быть какие-то конфликтные ситуации, связанные, ну, вот с семейными вопросами. Может быть, там родственники, у кого-то может отыграться, что соседи, да, какой-то конфликт может быть на ровном месте. Значит, там тоже какая-то дезинформация есть. Либо вашим родственникам что-то там никто сказали, либо они там сами себе не того надумали, либо у соседей какие-то вот претензии, но опять же таки, да, связанные с каким-то искажением информации, либо нечеткой информацией. То есть будет выяснение отношений. Я не могу сказать, что там будет слишком громко, но для вас это будет сюрпризом, потому что вы живете и не догадываетесь, да, что кто-то вот ходит там и камень за пазухой носит, ну, условно говоря. Для вас это будет очень такое вот прям, знаете, как валенком по голове, да, будете ходить и думать: да как же так, да как же так. Сложно будет в это поверить, но это хорошо, что это случится сейчас. Вы сможете разобраться. Вот прям сядете и разберетесь. Здесь конфликт ни в коем случае нельзя пролонгировать. Нужно разобраться здесь и сейчас. Не отодвигайте, не уходите в обиду, не надувайте губы. Если человек что-то высказал, вы так раз его: а ну-ка, дорогой, за руку, да? Садись и объясняй, в чем дело, почему так себя ведешь, почему такое говоришь, что случилось, по какой причине, да? Какая муха тебя укусила. Здесь нужно будет разобраться. Вы разберетесь. Вы разберетесь. Здесь, ну, вот прям что-то вот закралось, какая-то ошибка, либо что-то исказилось, понимаете? Вот здесь никто не виноват, ни вы, ни тот человек. Здесь именно либо обрывочная информация, либо искаженная информация. Вот эта причина. Конфликта здесь, я так вижу, особого не будет, да? То есть важно вам будет адекватно среагировать. Не в позу становиться, а среагировать так, что нет, давай разберемся. Есть претензии, давай разбираться. Вот прям по полочкам все разложить и разобраться. Так, в семье, в браке. Кто у меня долго живет, здесь мужчина какое-то предложение будет выдвигать. Предложение, на первый взгляд, просто какое-то сумасбродное, абсурдное и дорогостоящее может быть. Но вот, девочки, сразу хочу сказать, что он это делает не ради себя, а ради вас и вашей семьи. То есть это человек, вот, чтобы это решение, либо это предложение вам озвучить, он там всю голову уже себя сломал, он передумал, он там днями, ночами там не спал, не ел, все думал, да, как это вот сделать, хорошо ли это будет, плохо, хватит ли у меня там денег. То есть, а вы услышите, вы просто обалдеете, скажете: как же так, мы же там на квартиру собираем, либо нам там то надо купить, либо оплатить, а ты вот с таким предложением. Что я хочу сказать? Значит, не ругайте, нет, не ругайте. Здесь важно, во-первых, похвалить, простимулировать, да, чтобы в будущем тоже вот так правильно думал за вас, за семью. И здесь нужно полюбовно с ним договориться. Возможно, как-то частично исполнить его задумку, чтобы, как говорится, ни вам, ни ему. Поверьте, вот если вы хотя бы частично исполните то, что он вам предлагает, вы тоже будете рады, вы тоже получите какое-то свое наслаждение и удовольствие. Вот так вот, мои дорогие. У кого-то даже может случиться, что муж там принесет тур, либо какой-то сертификат, да,
там дорогостоящий сертификат СПА, принесет вам подарок, скажет: любимая, родная, вот это тебе подарок. Либо купит тур куда-нибудь там в далекую страну, скажет: все, поехали, мы будем отдыхать, потому что ты там устала, ты там мне столько лет об этом говорила, вот, пожалуйста, я там долгие годы копил, откладывал как мог, вот, пожалуйста, я тебе купил. Либо мужчина может даже что-то сам приобрести и вас уже как перед фактом поставить. Поэтому, девочки, не ругаем, не надо ругать, принимаем. Дальше. Для девочек, у которых мужчина под подозрением, что он с какой-то другой женщиной встречается. Значит, смотрите, я не знаю, как вы, конечно, к этому отнесетесь, но скажу вам, как вижу. Вот он ваш мужчина, а вот она та другая женщина. И видите, она ему руки протягивает. Там встречи были, разговоры были. Но, чтобы вы понимали, он ей как мужчина, вот именно как мужчина, не нужен. Ей нужны его либо имущество, либо там денежки, какие у него есть, либо он нужен как, ну, не знаю, там рабочая сила, да, то есть вот с таким отношением она к нему идет. Чем она его берет? А она его хвалит все время. Она ему говорит: какой ты красивый, какой ты там сексуальный, брутальный, Господи, я там вся горю при тебе. А она никогда ему не говорит то, что чувствует на самом деле. Она его соблазняет, ну, тем, чего он недополучает с вами. Девочки, это интим, и это вот наигранная ласка, понимаете? Вы что, не будете с ним там играть, что: ой, какая ты моя там киса, давай я там тебя там в лобик твой лысенький поцелую и прочее, прочее. Нет. А она вот именно делает так. Конечно, это выглядит смешно, конечно, это все понятно, что неправдоподобно. А вот это вашему мужчине этого не хватает. Если вы и дальше будете его, ну, шпильками, да, в попу колоть, то, извините, он может и переметнуться, даже не испытывая к этой женщине глубоких чувств. Он идет туда за добротой и за лаской, понимаете? Ну и, конечно же, за интимом. Я понимаю, что отношения ваши тяжелые. Я понимаю, что вы уже порядком устали. И, конечно, бесит он вас. Вы его хорошо знаете, да? Подбешивает, да, так, то есть конкретно, иногда прям такой невыносимый. Но, девочки, это же ваша роднулечка, вы понимаете? Ваша роднулечка. Поэтому я не желаю вам плохого, и я вас прошу сохранить ваши отношения, даже если они немножечко такие странные, да, назовем мягко, странные. Потому что та женщина, она уж очень хитрая. Она заберет вашего мужчину, потом еще будет забирать ваше жилье, либо, не дай бог, да, конечно. То есть она такая, с планы, понимаете. А потом она все у него отхапает и его потом выкинет, понимаете. А вы его назад возьмете, потому что, ну, это ж ваш мужчина. Как? От палец-то себе не отрежешь. Больно. Вот и вы так подумайте. Не надо от себя мужчину этого отстранять. Не надо. Принимайте. Дальше, мои милые, у кого-то какое-то дело сложное, да, вот связано с какой-то поездкой, то ли за город, то ли вот, может быть, вы живете за городом, а вам, например, в город нужно ехать. И вы вот сидите и голову ломаете, как мне это все делать, как это вообще все пройдет, да, вот вообще непонятно, что с этим делать. Так, по поводу вас. Во-первых, есть какой-то альтернативный путь. Какой, я не могу тут понять. Может быть, это что-то с интернетом связано, может быть, это связано, не знаю, там, с работой по доверенности. Какие-то есть, может быть, сервисы, специалисты, которые могут вам помочь. Надо поискать именно какие-то альтернативные возможности. Поищите в интернете, либо пообщайтесь, ну, я не знаю, со знающими людьми, либо на форумах, либо кто уже вот этот путь, который вам предстоит, прошел. Потому что у вас тут прям, знаете, какая-то, ну, сложность, да, с тем, чтобы вот передвигаться, либо ездить, либо, может быть, вы, ну, действительно, из маленького городка вы не знаете, ну, как, что, куда, к кому обращаться. Здесь нужно поискать, выход найдется. И причем найдется очень простой выход. То есть без всякого там напряга для вас вот можно найти помощь, подсказку, может быть, даже какие-то волонтеры. Обратите внимание. Так, по поводу денег. По поводу денег здесь идет информация о том, что деньги будут. Деньги будут оттуда, откуда не ждете, либо от того, от кого не ждете. Кто-то вам деньгами поможет. Поможет, причем, ну вот прям самый-самый, да, вот прям надо здесь и сейчас. И вот в этот момент вот деньги придут.
По поводу ваших денег, тех, которые, например, вот у кого есть, скажем так, да, у вас почему-то дырочка идет на кошельке. То есть у тех, у кого нет, вот деньги появляются, кошелек полный, а у тех, у кого сейчас есть, да, у них дырочка появляется. Значит, дырочка появляется от, ну, не знаю, я не хочу вас обижать, да, но вы иногда не контролируете свои желания, да, вы вот желание, да, затмевает глаза. Вы не на себя тратите, вы тратите на тех, кого любите. Значит, поберегите свои денежки, не нужно необдуманные траты и не надейтесь на тот источник, на который вы надеетесь. То есть там произойдет какая-то заминка, либо задержка. То есть вы надеетесь, я там такого-то числа получаю там какую-то выплату, да, там зарплату, либо может быть там какое-то начисление, пенсия, прочее, прочее. Там может быть задержка. И у вас какой-то момент может быть, что у вас просто банально на хлеб не хватает. Вот чтобы этого момента избежать, постарайтесь контролировать свои траты и обязательно делайте себе маленькие запасы денег. Пусть это будет незначительно. Постарайтесь в разных местах хранить по чуть-чуть денежек, чтобы вам хватало. И, конечно же, берегите свои личные вещи, особенно кто передвигается в общественном транспорте, потому что это вот тоже похоже, знаете, как на порез. Вот так вот идет. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.